Меня зовут Юлиана Юшкевич. Мне 40 лет, и я мама двух замечательных деток, младшему из которых только что исполнилось 5 месяцев. Я занимаюсь фитнесом 10,5 лет. И история моего успеха в том, что самый большой перерыв моих занятий спортом был всего 3 месяца. И связан он был с беременностью. 1,5 месяца до рождения ребенка и 1,5 месяца после. Я начала заниматься фитнесом накануне своего 30-летия. В тот момент моей дочери исполнилось 4 месяца, и я решила, что пора приводить себя в форму. До этого я никогда не занималась спортом и всю жизнь боролась с лишним весом. Я очень быстро втянулась, занимаясь и кардиотренировками, и силовыми, и очень быстро приобрела желаемую форму. Дальше я просто влюбилась в фитнес и продолжала им серьезно заниматься. Я занималась 4-5 раз в неделю, отдавая предпочтение интенсивным групповым тренировкам, как силовым, так и кардио. Когда я узнала о своей второй беременности в 39 лет, сразу же стал вопрос, как долго я смогу заниматься. Я прочитала много литературы, говорила с тренерами и врачом, и сошлись на том, что это может быть до 6 месяцев. Но я очень прислушалась к своему организму, постепенно сокращая количество тренировок и нагрузки, но не прекращая ходить в фитнес-зал. И так продолжалось до 7,5 месяцев моей беременности. Во время беременности я чувствовала себя замечательно, у меня ни разу не болела ни спина, ни ноги, и я думаю, что благодаря именно тренировкам. Во время своей первой беременности и во время своей второй беременности я набирала по 16 килограмм, но мое самочувствие было гораздо лучше во время второй беременности. Ничего не болело, ни спина, ни ноги. Я думаю, что каждой женщине, когда она поняла, что она в положении, надо понять, чем она хочет заниматься. Либо это могут быть не такие интенсивные занятия, специально продуманные для беременных, либо если вы занимались активно и до этого, то почему бы не продолжать активные тренировки? Надо только слушать себя, а также тренеров, которые часто советуют, какие упражнения стоит делать, а какие не стоит делать. После рождения ребенка и возвращения из роддома я начала сразу возвращаться в форму путем пеших прогулок с коляской. Сначала это были 3 километра, 5 километров, постепенно я довела это до 12-15 километров. Когда я поняла, что я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы вернуться в спорт, а это было в 1,5 месяца, я вернулась к занятиям. Начала я с тех тренировок, с которыми заканчивала, то есть менее интенсивными, 2-3 раза в неделю, постепенно добавляя более интенсивные кардио и силовые тренировки и доведя их до своего нормального графика 4-6 раз в неделю. Когда я занималась спортом во время беременности, мои родные достаточно меня поддерживали, хотя на последних месяцев они, конечно, все чаще задавали вопрос, когда же я наконец брошу. Также я видела большой вопрос в глазах окружающих, когда я занималась со штангой на занятиях Power Pump, а животик был уже достаточно округлым. Но меня поддерживали многие мои одноклубники, а также тренера, и я знала, что все будет хорошо. Я безумно рада, что есть такой спортивный клуб «Атлетика», который мне позволяет выбирать самой интенсивность тренировок и график занятий, подстраиваясь под мой собственный график. Иногда даже бывает так, что невозможно выбрать, какая тренировка лучше, и приходится ходить на 2, совмещая кардио и силовые тренировки. Я бы очень хотела посоветовать всем мамочкам заниматься спортом во время беременности, но обязательно прислушиваясь к себе. Также я хочу сказать, что тот миф, что при интенсивных занятиях спортом после возвращения, после рождения ребенка может пропасть молоко, это на самом деле миф. Я это испытала на 2 своих детках, замечательно кормив грудью как первую дочку, так и второго сыночка.